Наш эфир продолжает брифинг Оперштаба по коронавирусной инфекции. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Здравствуйте. А сегодняшний обстановки, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является напряженной. За последние сутки выявлено 144 новых случая новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксирован 81 случай. 8 случаев зарегистрировано в Сунтарском, в Нерюнгринском, 7 в Сунтарском, 4 в Мирнинском. По 3 случая зарегистрировано в Алайховском, Вилюйском, Ленском, Намском, Усялданском и Венобытантайском улусах. По 2 случая зарегистрировано в Алданском, Булунском, Верхневилюйском, Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском, Татинском, Усьмайском, Хангаласском и Чурапчинском. По 1 случаю в Горном Кобейском, Мегино-Гангаласском, Момском, Алюкминском и Тампонском. Уважаемые жители республики, необходимо обратить внимание, что, как и прогнозировалось, с окончанием непосредственно лета, с началом отпускного периода, количество заражений на территории распространения вируса оно непосредственно начинает увеличиваться, захватывает все улусы. Я уже обращала внимание на то, что начинает заходить и в отдаленные поселения. В связи с этим наиболее актуальным сегодня является и соблюдение ограничений, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевичем Николаевым, связанным с ношением и соблюдением масочного режима, социальной дистанции и, безусловно, работы в коллективах привитых, непосредственно работников, особенно по тем категориям, которые непосредственно определены в постановлении Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Наши лаборатории вместе с лабораториями Роспотребнадзора продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки сделано вновь порядка 4000 исследований, 3854 исследования. Это достаточно высокий показатель тестирования. Он является одним из лучших по России, но это позволяет нам удерживать вовремя, выявлять вирус и, соответственно, не давать его распространения. На настоящий момент в республику поступила еще дополнительная вакцина. На территории республики сегодня есть вакцина «Спутник» и «Спутник Лайт». Первую вакцинацию у нас уже получила 319 219 человек. Начался период ревакцинации. Ревакцинировано уже 4204 человека. Я напоминаю, что под ревакцинацию попадали в первую очередь работники медицинских организаций. Со следующей недели начинаем ревакцинацию работников социальных учреждений. В целом массовая ревакцинация сегодня возможна на территории республики, исходя из того объема вакцины, которая есть в наших медицинских учреждениях. Еще раз обращаю внимание, кто попадает под ревакцинацию. Это прежде всего граждане, которые переболели 6 месяцев назад и, соответственно, либо ставили вторую дозу вакцины «Спутник Лайт», также «Спутника» около или «Пивак Короны», либо иного другого вида вакцины полгода назад. То есть вот такой временной лаг, он дается для того, чтобы непосредственно прийти и к процедуре ревакцинации. На территории республики в большом количестве вакцина есть, поэтому она является доступной в любом населенном пункте республики. Приглашаем наши поликлинические звенья на любом уровне. Сегодня 1 сентября, безусловно, это день знаний, день новых знаний, которые приводятся на территории республики, проводятся линейки в ряде муниципальных образований. Приняты решения, связанные с ограничительными мероприятиями по линейкам в отдельных классах, по раздельному нахождению детей и родителей. Просим к этому отнестись с пониманием. Здоровье является основным, и, соответственно, при проведении этих мероприятий и родителям, и учителям, и детям четко осознавать и, в общем-то, понимать, что это делается только ради их здоровья. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Вы смотрите новости в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска.
Для жителей 203-го микрорайона День знаний стал по-настоящему особенным. Там прошло открытие новой школы Центра глобального обучения. К новому учебному году подготовились и молодые педагоги Ленского района. Накануне 1 сентября состоялся слет учителей школы дополнительного образования. Туристические маршруты Якутии объявлены лучшими в стране и вышли в финал конкурса «Открой свою Россию». Расскажем, какую миссию несет в себе всероссийский конкурс. Тысячи школьников по всей стране празднуют День знаний. Между тем, для жителей микрорайона 203 в городе Якутске этот праздник стал по-настоящему особенным. Там прошло открытие новой школы Центра глобального обучения. При этом, по словам главы республики Айсена Николаева, строительство гимназии прошло в рекордно короткие сроки. В новом здании оборудовали 26 учебных кабинетов, медицинский блок, столовую с обеденным залом, спортивный и актовые залы. Школа полностью оснащена интерактивными досками и другой специализированной техникой. Кроме того, пройти обучение в новой гимназии имеют возможности дети с ограниченными возможностями. Мы сейчас вместе с Министерством образования и просвещения страны, вместе с государственной корпорацией ВПРФ участвуем в большом проекте, одними из первых в стране, по строительству новых образовательных учреждений. Уже несколько школ города Якутска новых попало в этот проект. И вот вчера подведены итоги очередного этапа конкурса. И хочу сказать, что еще 5 новых школ города Якутска и школа в городе Жатае будут по этой программе построены буквально в ближайшие 3 года. А в столичный микрорайон Марха пришел высокоскоростной интернет. В День знаний его запустили в здании Мархинской школы номер 1. В торжественной церемонии принял участие глава города Евгений Григорьев. Теперь доступ к высокоскоростному интернету имеет более 9,5 тысяч жилых домов. Помимо этого, жители Мархи и Соцсатал смогут беспрепятственно пользоваться образовательными и государственными услугами, а учащиеся школ получат качественное дистанционное обучение в период пандемии COVID-19. Отметим, что по всей республике начало нового учебного года встречает 148 тысяч школьников и 50 тысяч студентов. Это особенный день для 16 тысяч маленьких якутян, которые впервые переступят порог школы, а также для учащихся выпускных классов, которым предстоит сдать итоговые экзамены. Тем временем к новому учебному году готовятся и молодые педагоги Ленского района. Накануне 1 сентября 30 учителей школы дополнительного образования побывали на слете. Делились опытом и идеями для развития образования. Какие лайфхаки используют в обучении молодые специалисты и какие идеи предлагают, расскажет Юлия Золотарева. Давай снимем тикток Хариф. Типа я школьник, который не готовится к ЕГЭ и еще и ответы в интернете, а ты типа даешь мне учебник. Хорошо? Хорошо. ТикТок не ради забавы, а в педагогических целях. Учитель истории и обществознания Артем Корнилов использует такой метод обучения. В видеороликах разоблачает исторические факты. Для молодого педагога это возможность понять учеников и сблизиться с ними. За год работы выработал и другие способы вовлечения. Их не встретишь на других уроках. Я использую музыку и так далее. На уроках обществознания я это часто использую. То есть я не просто говорю, сегодня у нас такая тема, записывайте. Я включаю музыку, они должны отгадать, какая это тема. Например, если песня там «Hey, come the money», это значит тема экономики и типа такого. Походят на подростков и разбираются в трендах. Такие педагоги – центр внимания у детей. Но чтобы при этом соблюдать субординацию, нужно научиться себя правильно позиционировать. Этим и делились на слете молодых педагогов Ленского района. Итогом слета стала форсайт-сессия. Здесь педагоги готовили проекты по развитию образования. Например, календарь событий на 22-24 года. Или как привлечь больше молодых специалистов в район. Мероприятие мы внесли туда повышение зарплаты педагогам, решили, что это будет приказ. Потом мы внесли мероприятие слета. Вот сейчас пишу, что слет будет проходить в Якутии, это как республиканский уровень уже будет. У нас сейчас в Ленском районе такая большая проблема, что у нас нехватка квалифицированных специалистов, кадров, и поэтому мы решили, что доп. Образование должно разгрузить общее образование, взяв на себя маленькую роль с профориентированием, например, трудных подростков, детей с УВЗ. Предложенные проекты рассмотрит экспертное жюри, Управление образования и Комитет молодежной политики. Самые популярные запросы и идеи начнут реализовывать в ближайшие годы совместно с администрациями.
Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В Якутске завершился первый в республике курс профессиональной переподготовки по стратегическому маркетингу. Накануне состоялось мероприятие по защите дипломных работ. Выпускники представили маркетинговые стратегии для 5 якутских компаний. Курс организовала образовательная платформа «Школа глобального бизнеса», открывшаяся в декабре 2020 года. Цель школы – вывести якутские компании на международный уровень. В качестве преподавателей были приглашены эксперты маркетинга всероссийского и международного уровня. Это называется практикоориентированный курс. Да? То есть это такой достаточно известный в международных западных школах, когда мы теорию разбираем не просто сухую теорию, а тут же применяем на практике. И здесь отличие в том, что мы на проект взяли 5 кейсов от якутских компаний, которые выставили свои бизнес-задачи именно по стратегии маркетинга. И мы, как вводные, взяли эти данные от якутских компаний и в течение 5 месяцев делали им маркетинговую стратегию вместе со студентами с помощью федеральных и международных экспертов с большим опытом. К другим темам. В Хандыге подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Тампонской территориальной избирательной комиссии и районного управления образования. Первое соглашение заключено в целях определения порядка взаимодействия по проведению информационно-разъяснительной деятельности, разграничению избирательного и образовательного процесса и проведению санитарной обработки помещений, используемых для проведения голосования. Второе – для взаимной поддержки и сотрудничества в вопросах пропаганды знаний избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой культуры будущих избирателей. С этого года мы начинаем совместные мероприятия по патриотическому, гражданско-патриотическому воспитанию наших школьников, пропаганде избирательного права. Нами как раз подписано соглашение, перекладываем план из 7 мероприятий. И уже одно первое мероприятие произойдет у нас 10 сентября. Оно называется «Единый день молодого избирателя». В Тампонском районе действует 16 участковых избирательных комиссий, в которых работает 125 членов с правом решающего голоса. Все участковые комиссии сегодня получат материалы к выборам и средства защиты от коронавирусной инфекции. В Хангаласском Улусе продолжается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день заготовлено более 23 тысяч тонн сена, что составляет 72% от плана. На полях работает 234 звенья, 848 человек и 304 трактора. Также на отдаленных угодьях идет заготовка сена мобильными бригадами. Неделю назад аграрии приступили к заготовке силоса и сенажа. Запасы силоса пока что составляют 1500 тонн, сенажа 250 тонн. Недобор сена прогнозируется у многих хозяйств Улуса. Рассматривается возможность его приобретения у соседних регионов. Также есть вероятность получения финансовой помощи от Минсельхоза России. Также собрали заявки от пострадавших засухи. 147 заявок поступило. На 4129 тонн сена не хватает у нас. В денежном выражении где-то 20 миллионов рублей. По этим заявкам от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации возможно денежные средства поступят в декабре месяце как в виде субсидий. В карьере «Юбилейный» добыли 3,5 миллиона тонн алмазной руды. Горняки Айхальского ГОКа на карьере «Юбилейный» выполнили более половины годового плана с начала этого года. Добыча на месторождении идет с опережением. В этом году на трубке «Юбилейный» обновили технологический парк. Закупили колесный бульдозер «КАТ», насосную станцию, бортовые компьютеры на погрузочную технику и 4 эскаватора. В следующем году в плане закупить и установить георадары. Приборы отслеживают устойчивость бортов карьера и опасные зоны, где края бортов могут осыпаться. Подобное оборудование помогает качественно выполнять добычу и напрямую влияет на ее объем. У нас план составляет по руде 5 миллионов 300 тысяч тонн с учетом дополнительного задания. И
и с крыши 9 миллионов 900 тысяч тонн, метров кубических. Ну, горизонтов рабочих много, на самом деле, начиная с 350-го. У нас одна самая глобальная задача, это первоочередная, это выполнение добычи, ну и горной массы. Туристические маршруты Якутии объявлены лучшими по стране и вышли в финал конкурса «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив. По каким критериям проходил отбор участников и какую миссию несет в себе всероссийский конкурс для туриндустрии, подробнее в материале Айсены Бурнашовой. Узоры на кинжале, трекинговые туры по горам Дагестана или аристократический уикенд в Рязанской области. Из более чем 200 маршрутов в финал всероссийского конкурса прошли только 66. В числе лучших и работы двух продюсеров впечатлений из Якутии. Каждый из них предоставил по 2 готовых варианта отдыха в республике. Например, финалистка Вера Кесерова в летний тур включила 7 чудес Центральной Якутии с посещением Булуса, Бизанария, Ленских и Есенских столбов, а в зимний период знакомство с Аймеконом. Я считаю, что наш маршрут может даже и победить. Почему нет? Потому что он довольно-таки насыщенный, интересный, и по стоимости он тоже, вот по сравнению даже с другими регионами, он вполне приемлемый. Конкурс стартовал в начале июля. Уже в августе экспертная комиссия провела отбор финалистов. Жюри оценивало по 10 критериям. В особом фокусе внимания оказались аутентичность и неординарность тура, а также реальные впечатления туристов от отдыха. Какая концепция заложена в действующие туристические маршруты, профессиональные компетенции команды, продюсеров впечатлений и отзывы. То есть мы смотрим на отзывы туристов, финансовая модель, составляющая, безусловно, стратегическое видение развития. Сделать российский туризм конкурентным на глобальном уровне, дать регионам возможность совместно продвигать турпродукты – основные задачи конкурса. Уже сегодня все 33 финалиста стали участниками акселерационной программы. Завершающий этап состоится в декабре. Тогда же путем народного и экспертного голосования комиссия определит 30 маршрутов победителей, а Ростуризм выберет проекты, которым присвоят статус национального брендового маршрута. Мы планируем, что до 2024 года будут аккредитованы и оборудованы за счет специальных грантов туристические маршруты во всех регионах. И нам нужны вот эти такие брендированные национальные маршруты, необычные, интересные. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.